Всем привет! Сегодня будем повторять логотип и более досконально рассмотрим залив, градиентную заливку. Сперва строим квадрат. Не забываем нажимать Shift, чтобы у нас получился идеальный квадрат. Выбираем квадрат, нажимаем Shift. Делаем квадрат побольше. Теперь выбираем цвет заливки, голубой, обводку убираем. Затем в эффектах слоя выбираем трехмерность, радиус трехмерности. Теперь углы у нас получается круглые. Можем менять радиус. Давайте 1,1 выберем и везде поставим 1,1. Для этого выбираем угол и в радиусе уже пишем 1,1 миллиметр. И меняем все углы. Теперь пишем буквы, художественный текст. К и А. Выделяем нашу букву, выбираем стиль текста, подбираем примерно такой. Вторую букву лучше сделать отдельным объектом, чтобы можно было их поставить на разных уровнях. Также и шрифт, скорее всего, стиль шрифта будет у них отличаться. Поэтому следует лучше сделать его отдельным объектом. Также подбираем более похожий шрифт. Теперь объединяем две наши буквы, нажимаем Ctrl, выделяем в слоях и объединяем. Теперь у нас есть два варианта. Мы можем также выделить эти два слоя и вырезать буквы на фоне. И давайте сделаем внешнюю тень. Выбираем радиус и также у нас давайте по контуру, но тут проблема в том, что контуром мы не выделяем не только буквы, но еще и квадрат. Поэтому давайте лучше отменим. Ctrl-Z это отмена действий, и не будем вырезать, а буквы просто зальем белым и сделаем контур.
И в буквах мы тогда сделаем не внешнюю тень, а внутреннюю тень, чтобы было внутри букв. Так, примерно похоже и с нашим фоном сделаем размер тени. Так, с буквами мы закончили. Давайте теперь перейдем в заливку. Так, выбираем заливку, градиент. И уже регулируем наш градиент. Так, градиент можно так через заливки менять. И также у нас есть отдельный инструмент заливки. Это вот круглая разноцветная иконка. Давайте в буквах галочку уберем в слоях, чтобы она нам не мешала. Так. И нажимаем на инструмент заливки. У нас вот выглядывает точки уже видные, да. Вы здесь можете добавлять новые точки, либо так. И также можете выбирать вот среднюю точку, вы можете ее передвигать. Так, в настройках там можно менять цвет еще, если нажать на точку. Там выходит палитра, и вы можете в палитре изменить совсем другой цвет, ставить там розовый, там белый, как угодно. Мы будем оставлять белый, потому что у нас в логотипе был такой, либо более темный синий. Так, и можем как угодно регулировать, добавлять новые точки. Бесконечно много точек можно сделать, как бы, да. И вот более такие оттенки синего использовать, разные оттенки, а также другие цвета. Также вот линию градиента можно так наклонять, как угодно поворачивать. Давайте сделаем ее более кривой, как на картинке, да. И вот. Так, нажимаем галочку, в слоях буквы возвращаем. И все, мы закончили наш логотип. Всем пока!